Добрый вечер, уважаемые зрители. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Мир против коронавируса. ВОЗ объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. Какова сейчас ситуация? Прямое включение из Госдумы. В парламенте должны обсудить господдержку предпринимателей в Арктике. На месте событий работает наш корреспондент. Дело опекуна. Чем завершилась история женщины, которая судилась с органами опеки, чтобы вернуть внучку? Все решил Верховный суд. Студенты на производстве. В СВФУ прошел отборочный этап инженерного чемпионата. Более 100 студентов представили проекты. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно и спокойно. Об этом он заявил на встрече с инвесторами, где обсуждалась текущая экономическая ситуация в стране. Путин отметил, что правительство России и Центробанк имеют инструменты для сохранения стабильности на фоне макроэкономической неустойчивости. Цитата. «Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане России не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанных», сказал президент России. Помимо этого, Путин подчеркнул необходимость перевода российской экономики на инновационные рельсы путем инвестирования средств в сферу высоких технологий, что будет работать на изменение структуры экономики России. Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, а именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. И это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики. Ну, а мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы создать для вас соответствующие условия, создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения, гарантировать капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур. Подтверждая масштабы проблемы, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 109 странах мира. Врачи пояснили, описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с ним. По последним данным, по всему миру новый тип коронавируса был зафиксирован у более 120 тысяч человек. Более 4 тысяч зараженных умерли. На сегодняшний день зафиксировано более 118 тысяч случаев заражения коронавирусом в 114 странах мира и более 4 тысяч людей погибли. Тысячи борются за жизнь в больницах. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заражения, смертей и затронутых вирусом стран возрастет. ВОЗ круглосуточно отслеживает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы полагаем, что коронавирус можно охарактеризовать как пандемию. Характеристика ситуации как пандемии не меняет оценку ВОЗ коронавируса как угрозы. Это также не меняет действий ВОЗ, это не меняет того, что должны делать страны. Мы никогда до этого не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. Это первая пандемия, вызванная коронавирусом. Мы также никогда не сталкивались с пандемией, которую можно держать под контролем. Тем временем авиакомпания Seven приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию. Для возвращения путешественников организуют чартерные рейсы. Авиакомпания предложит пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости билетов, а также предоставит возможность без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления.
Ну а Управление Роспотребнадзора по Якутии в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Китае, а также с регистрацией завозных случаев в Юго-Восточной Азии, США и странах Европы не рекомендует туристические выезды учащихся школ республики во время весенних каникул за рубеж и в центральные города России. Теперь уже рекомендую всем гражданам нашей республики воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации. Я внесла предложение Министерству образования и науки Республики с тем, чтобы они также рекомендовали всем школьникам, организованным группам, которые спланировали свои поездки в города России с целью профориентации в период весенних каникул. Вот. Ну и, наверное, следить за своим здоровьем. Также всем якутянам, которым поставят диагноз пневмония, необходимо будет дополнительно сдать анализы на вирусологические инфекции и на коронавирус. По последним данным, за прошедшую неделю пневмонией заболели более 200 человек на территории республики. Поэтому все эти люди, они будут обследоваться. Сейчас мы Москва вела, Федеральная служба вела особый мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями. И, как я уже сказала ранее, все они, эти заболевшие, будут обследоваться в том числе на коронавирусную инфекцию. Статистика разная. У нас около 60% заболевших пневмонией, они заболевают в среднем статистически средней степени тяжести. Тяжелых больных у нас бывает где-то от 1 до 2%. Госпитализация у нас достигает 90%. Поэтому будем наблюдать еще и за ними. В связи с возникшей опасной ситуацией и риском распространения коронавируса решением правления Международного комитета игр «Дети Азии» 7-е «Дети Азии» перенесены до стабилизации ситуации. Также ряд массовых мероприятий в Якутии будут отменены или перенесены в связи с наличием коронавирусной инфекции в стране. Так, часть мероприятий переведены в режим, который не допускает присутствия иностранцев, например, Международный кинофестиваль. Об этом сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина на традиционном брифинге. По ее словам, в республике нет людей с подозрением на коронавирус. Продолжается санитарная обработка помещений и разъяснительная работа среди населения. У нас планировался на этом международном кинофестивале руководитель жюри по документальным фильмам из Ирана, и он самостоятельно, и мы тоже приняли решение о его замене. Все остальные фильмы иностранного производства будут на этом фестивале просмотрены, гостей у нас иностранных не будет. И постепенно также будем принимать решения в зависимости от обстоятельств, которые есть на территории республики. На настоящий момент ряд организаторов выходят самостоятельно с точки зрения того, чтобы не проводить мероприятия. Так, Федерация масс-рестлинга, соответственно, вышла с инициативой о том, чтобы непосредственно не проводить чемпионат мира по масс-рестлингу в этом году, который они планировали. Меры принимают и в районах Якутии. В Ленске состоялся оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание и обеспокоенность у специалистов вызывают отдаленные поселки Витем и Пеледуй, рядом с которыми расположен аэропорт Талакан, куда ежедневно прибывают сотни вахтовиков из разных уголков страны. Для населения будут подготовлены специальные памятки о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции. Кроме того, жителям рекомендовано пользоваться марлевой повязкой. Представителям миграционной службы и руководству гостиниц поручено докладывать в Роспотребнадзор о прибытии на территории Ленского района иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба района. Студенты решают насущные задачи производственной отрасли. В Северо-Восточном федеральном университете прошел отборочный этап инженерного чемпионата «Кейзин». Более 100 студентов представили свои проекты в сферах топливно-энергетической и минерально-сырьевой промышленности. Сюжет Саргаланы Федоровой.
Свой взгляд на решение насущных задач промышленности показали студенты-инженеры. Участники проработали кейсы, посвященные актуальной проблематике реального предприятия. Например, наработки геологов должны были обеспечить эффективность поисковых работ, а горным инженерам предстояло уменьшить загазованность атмосферной среды алмазного карьера. Нестандартный способ решения данной проблемы придумала команда из Нюрнбергского филиала СВФУ. Мы использовали аэростаты. Пока что такой способ не применялся нигде еще. Загазованный воздух, то есть с помощью аэростатов перемещается на верхние горизонты, где рассеивается, и также наполняется свежим воздухом и спускается на нижние горизонты. Таким образом обеспечивается проветривание. Мы столкнулись с реальной проблемой на реальном карьере, и было довольно-таки интересно разрабатывать какие-то способы решения. Участники разработали проекты всего за 7 дней. Оценку их идеям дали эксперты, в числе которых и представители компаний. Команды представили технологические решения для геологоразведки, горного и нефтегазового дел и электроэнергетики. Для студентов было предложено решение, скажем так, объединения всех энергетических систем СНГ и стран Балтии. И надо было рассчитать, как модернизировать и технологические, и человеческие факторы повышения эффективности этого объединения. Я думаю, что наши студенты все справились. Одна из команд предложила методы снижения производственных аварий. Это повышение квалификации рабочего персонала и противоаварийные какие-то либо тренировки, учения. Это позволит снизить аварии на производстве. И это, конечно, экономический расчет. То есть это только плюс и положительные моменты. Победители отборочного тура получили возможность в мае принять участие в финальном этапе и побороться за звание чемпиона в Москве. Но самое главное, чемпионат помогает привлечь молодых людей в промышленность. Его участники знакомятся с потенциальными работодателями и устраиваются работать по специальности. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. 20 секунд пауза. Оставайтесь с нами. Вернемся. История женщины, которая судилась с органами опеки, чтобы вернуть свою внучку. Решение принял Верховный суд. Прямое включение из Государственной Думы. В парламенте должны обсудить господдержку бизнеса в Арктике. На месте событий наш корреспондент. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Вернемся через 20 секунд. Это программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Народные депутаты Якутии одобрили закон о поправке в Конституцию страны. Соответствующее постановление регионального парламента они направили в Совет Федерации. Закон о поправке в Конституцию рассмотрели на внеочередном пленарном заседании парламента республики. Выступили представители фракций политических партий. Наша фракция «Единая Россия» проголосовала большинством за одобрение данных поправок, за этот закон, одобрили этот закон. Работали непосредственно в рабочей группе. Порядка 40 поправок было внесено от нашей фракции. Из них 13 нашли отражение в заключительной версии. Мы воздержались при голосовании за поправки в Конституцию, но ряд поправок мы поддержали. Сегодня праздник для всех, для всего поколения нашей страны, то есть от маленького до великого, потому что в этих конституционных поправках касается каждого жителя нашей страны и, конечно же, каждого жителя нашей республики. И затронуты все глобальные проблемы, начиная от экологии, дети, пенсионеры, экономика, это значит предприниматели, то есть все заинтересованы в том, чтобы и судебная система тоже понесла какие-то определенные поправки. Свою позицию озвучил и глава региона Айсен Николаев. Он обратил внимание, что положение Конституции о федеративном устройстве, о территориальной целостности страны, статусе субъектов Российской Федерации, в том числе о статусе республик, остаются незыблемыми. Достаточно много живой такой дискуссии было и на комитетах, и непосредственно при обсуждении уже в самом Государственном собрании. Но еще раз говорю, что мы видим, что поправки в Конституцию, они направлены в первую очередь на укрепление государства, на усиление различных институтов власти, в том числе и федерального собрания. Я считаю, что сегодняшнее голосование и сегодняшнее обсуждение как раз это
начало большой работы, которую будет вести Государственное собрание, будет вести руководство республики для организации всенародного голосования, которое пройдет 22 апреля, и во время которого население нашей республики, как и население всей нашей страны, выразит свое отношение к поправкам. Прямо сейчас в Государственной Думе продолжается пленарное заседание, в ходе которого должны пройти первые чтения федерального законопроекта о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне России. С нами на прямой связи из Госдумы наш корреспондент в Москве Максим Кардозу. Максим, тебе слово, пожалуйста. Да, приветствую, Влад. Конечно, преференций предусмотрено очень много. Вот, например, по одному из пунктов планируется создать восточную зону Арктики для добывающих нефтяных компаний, куда войдут Якутия, Чукотка, Красноярский край. И эксперты предлагают там 0% ставку налоговую для добычи полезных ископаемых на 12 лет. Это, конечно же, очень интересное решение и привлечет крупные компании именно для развития своих предприятий в арктической зоне. Вообще, правительственная комиссия, которая работала над этим законопроектом, выделила 5 различных групп преференций, куда входят шельфовые проекты по добыче нефти в Восточной Арктике. Также туда вошло строительство заводов СПГ, это строительство заводов сжиженного газа природного, также по добыче твердых полезных ископаемых. Ну и 5-й пункт посвящен малому и среднему предпринимательству. Государство берет на себя ответственность за развитие инфраструктуры, это строительство дорог, строительство электропередач и также другое развитие инфраструктуры, которое поможет развивать больше арктические районы и сделает работу и жизнь там намного комфортнее. Вообще заседание продолжается пленарное. Наш вопрос, который касается Арктики, он будет чуть позже. И, конечно же, все ждут обсуждения пункта, по которому предприниматели могут рассчитывать на льготы только после того, как вложат от 10 миллионов рублей. Многие эксперты уже говорят, что это слишком много именно для малого и среднего бизнеса. Давайте послушаем, что говорил по этому поводу председатель правительства Якутии Владимир Солодов после одного из заседаний как раз такого законопроекта. Второе направление касается понижения барьера инвестиций, уровня инвестиций, вернее дифференциации. Мы предложили уровень инвестиций для сырьевых проектов, наоборот, повысить до 500 миллионов рублей, а уровень инвестиций для несырьевых понизить до 1 миллиона. Принципиально это предложение было одобрено, и в дальнейшем будем его дорабатывать для внесения. Главное здесь, чтобы проект работал не только на крупных инвесторов, которые приходят извне, но и на те важные социально значимые предпринимательские инициативы, просто небольшие проекты малого и среднего бизнеса, которые могут в арктической зоне быть реализованы. Также один очень важный факт – это то, что преференции, которые будут приняты в итоге, они будут распространяться на всю территорию арктической зоны Российской Федерации. То есть не будут создаваться отдельные какие-то экономические зоны. И это опять же важно для малого и среднего бизнеса. То есть любой предприниматель сможет открыть свое дело в деревне, в арктической зоне нашей страны и рассчитывать на все преференции, которые приготовило для него государство. Ну, мы будем ждать окончания заседания и узнаем какие-то подробности, главные первых чтений уже после него. Влад? Максим, спасибо. На прямой связи из Москвы, из Государственной Думы был наш корреспондент в столице страны Максим Кардоз. К другим темам. Участки автозимника «Индигир» затопило в Момском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Для вызволения застрявших машин выехали 2 единицы техники, а для обследования участков на место отправился начальник момского подразделения предприятия с представителем ГИМС. По итогам замеров глубины наледи и оценки состояния автозимника принято решение о временном ограничении движения на участке Усть-Нера-Хану. Будет организован объезд через село Сосыр. Школьники Алданского района посетили местные особо охраняемые природные территории. Что они там увидели? Репортаж Татьяны Вахниной. В кордонном хозяйстве Нюргучай Верхнеамгинского ресурсного резервуата побывали школьники. Сотрудники государственного экологического надзора по Алданскому району провели с ребятами практические занятия, рассказав об особенностях данной природной территории и об обитателях леса и рек. Чтобы на практике данные уже когда повзрослели, уже определяли свои следы, так называемые, диких животных. Также уже умели ориентироваться в лесном массиве.
Кордонное хозяйство Нюргучай располагается в 200 километров от райцентра. Часть пути пролегает по Зимнику. Верхнеамгинский резервуат является особо охраняемой природной территорией. В Алданском районе этот статус присвоен 11 землям, занимающим 1/3 общей площади. Здесь очень много рек, озер как таковых мало. Но вот одна из них, вот Нюргучай, там будет Далкит, 2 Далкита, малый и большой Далкит. Ботума, много тут мелких речек. Ресурсный резервуат на реке Амга был образован четверть века назад. Главной целью его создания явилась охрана и сохранение биоразнообразия флоры и фауны. Помимо сохранения ресурсов, создание резервуата призвано способствовать развитию туризма и экологическому просвещению. Вот если посмотреть на карту вон там, то территория разделяется на две категории. Это территория традиционного природопользования и территория абсолютного покоя. На территории абсолютного покоя вообще никакие виды деятельности человеческой не разрешаются. На территории традиционного природопользования разрешается любительская охота по разрешениям на добычу. Общая площадь Верхнеамгинского резервуата составляет почти 600 тысяч гектар. Особо охраняемая природная территория граничит с Ленскими столбами. Неподалеку от резервуата ведут деятельность коренные родовые общины. А от кордонного хозяйства Нюргучай до ближайшего поселка без малого 100 километров. Ближайший населенный пункт – поселок Верхняя Амга, отсюда примерно 70 километров. Дальше там идет Томот, но до Томот уже дальше, где-то километров 90, наверное. Межевание Верхнеамгинского ресурсного резервуата проведено. В настоящее время документы по данной особо охраняемой природной территории находятся в стадии оформления. Татьяна Вахнина, Сергей Шепачев, Александр Лукин, Алданский район, Верхнеамгинский ресурсный резервуат. Женщина вернула внучку в свою семью. Накануне Верховный суд республики не удовлетворил апелляционную жалобу органов опеки и попечительства Нерюнгринского района. Напомним, 31 декабря прошлого года Нерюнгринский городской суд признал незаконным постановление районной администрации об отстранении Ирины Емец от исполнения обязанностей попечителя. Органы опеки, не согласившись с решением суда, подали апелляционную жалобу, мотивируя тем, что оставлять ребенка с родной бабушкой опасно для жизни этого ребенка. Однако Верховный суд принял сторону Ирины Емец. В настоящее время ее внучка находится в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Якутске. Верховный суд принял нашу сторону и апелляционную жалобу оставил без удовлетворения. Ну а в воскресенье я выезжаю в город Якутск. В Верховном суде я получу определение. Вот это вот. И заберу ребенка. Конечно, мы очень довольны. Надеемся, что вернется и все наладится. Ее реабилитация под нашим присмотром, все будет хорошо. На этом завершаем выпуск. Далее смотрите обзор новостей и событий Ленского района республики. Слово передаю коллеге.